центре внимания Кабинета министров актуальные направления социально-экономического развития региона и благополучия жителей. Первый на повестке дня – критически важный для летнего периода вопрос – обеспечения бесперебойного водоснабжения. В регионе предприняты все меры для минимизации сбоев в подаче. В сельском поселении Нестеровское мы там провели работу, 3 скважины мы заменили на более мощные, один из них был с низким КПД. Ситуация у нас улучшилась. Город Сунжа. По городу Сунжа, как мы знаем, у нас была сложность именно микрорайон там, Менделеева, такой есть рядом с прудом. Да. Там запущена Сунжской администрацией дополнительная скважина. Количественно она в городе получается 11-я. Ситуация в Сунже значительно улучшилась. По городу Карабулак тоже у нас ситуация лучше. О работе с обращениями граждан в цифровом пространстве доложил руководитель Центра управления регионом Берс Банхаев. ЦУР Ингушетии оперативно отслеживает запросы жителей в интернете. Только за прошлую неделю поступило около 600 обращений. Основная часть обращений, как обычно, связана с ЖКХ. 80% из общего количества, 457 обращений. И, соответственно, по линии отсутствия холодной и горячей воды 444 из них. Далее у нас также были немало обращений по части энергетики, это 73 обращения, благоустройство 12 обращений. Ход реализации национальных проектов и федеральных программ на территории республики. Следующий на повестке совещания вопрос. Регион находится в зеленой зоне по исполнению 4 нацпроектов. Особое внимание уделяется эффективному освоению выделенных средств. Продолжительная активная жизнь. Здесь у нас касса хорошая, 58,6%. Молодежь и дети предусмотрено 1 миллиард 162 миллиона. Кассовое исполнение составляет всего 480 миллионов. Инфраструктура для жизни 1 миллиард 783 миллиона, касса 880. Министр промышленности и цифрового развития Адам Кукурхоев представил информацию о создании реестра торговых объектов в соответствии с требованиями федерального законодательства. Эта работа важна для безопасности потребителей. Категорирование и паспортизация позволяют точно знать, какие требования безопасности должны соблюдать на каждом объекте торговли. Работа ведется совместно с главами муниципалитетов. Реестр формируется в установленные сроки. В декабре 2024 года актуализировали перечень торговых объектов, которые подлежат паспортизации в рамках антитеррористической защищенности. Здесь у нас 157 торговых объектов. Нужно понимать, что в декабре 2022 года указом главы были внесены изменения в критерии включения этих торговых объектов, расположенных на территории Республики Ингушетия. Значительное внимание уделяется подготовке к крупному молодежному событию – форуму «Торгим-2025». Программа форума насыщенная. Образовательные треки, встречи с экспертами, культурные и спортивные мероприятия. Площадки и инфраструктура готовятся в соответствии с планом. Нам поступило более 900 заявок от молодых людей из 83 регионов страны. Площадка форума сможет принять 160 молодых людей. Половина из них – это местная молодежь, еще 80 человек – это представители других регионов Российской Федерации. На данный момент завершается конкурсный отбор. Прошли отбор и подтвердили свое участие представители 54 регионов. Один из этапов всероссийского грантового конкурса. Выступая в качестве распределителя средств и направляет своих сотрудников и 3 федеральных экспертов для оценки проектов участников. Завершающим блоком стали вопросы военного комиссариата. Военком республики доложил о завершении весеннего призыва и наборе на контрактную службу. Говорили также и об оповещении призывников на срочную службу. По итогам совещания председатель правительства Владимир Сластенин дал ряд поручений профильным министерствам и главам муниципалитетов, подчеркнув необходимость оперативного решения поставленных задач. Тамара Хшагульгова, Султан Булгучев, Магаз 24.